Гражданское общество возникло в средневековой Европе. Если вы помните, вольные города были в истории, да? Вольный город, который отвоевал свои права у феодала, там, у князя, у барона, у какого-нибудь царя. Тот же Псков, Новгород на Руси, в Европе, там, Гамбург, Венеция в свое время была, Генуя, ну, много вольных городов было. Что значит отвоевывали? То есть, кто был субъектом этих вольных городов? Это были владельцы мастерских, купцы, значит, различные предприниматели, по нашим временам, они, конечно, по-другому назывались, то есть те самые цеховые мастера, не кто на них работал, а хозяева. То есть собственники в городах, имеющие, как говорим мы, бабло, они хотели жить по правилам. У них должны быть правила игры. Почему? Потому что без правил иметь деньги и ходить по улицам опасно вообще-то. Правильно? Когда денег нет, зачем мне правила? У меня нет, у других нет. Отнять у меня нечего. А когда у тебя в кармане, вообще не в кармане, а в кубышке, деньги, а когда у тебя цех посреди города, который могут ограбить, ты ищешь, как это все обезопасить. Как-то не парадоксально, вот сейчас я говорю интересные вещи, да, наверное, что гражданское общество, то самое красивое, прекрасно начиналось вот с этих толстосумов. Вот они были гражданами городов, все остальные работали в них. И им до одного места было вот это все понятие гражданства. Что делали эти властимущие? Вот, они, не властимущие, деньги имущие, извиняюсь, говорится. Они собирались на какую-то сходку и говорили: так, ребята, у нас проблема, постоянно грабят нас, по городу ходят людишки по вечерам, только одному придут, грабят. Давайте что-нибудь придумаем, давайте сбросимся там по 3000 тенге, условно говоря, да? Наймем, тут есть бравые ребята, пускай они по ночам ходят дружины и охраняют. Сказано, сделано. Сделали муниципальную милицию. Вот так она создавалась, понимаете? То есть они на собрание забашляли, наняли, и все, и в городе стал порядок. Второй момент – набеги. То один прибежит, то другой, то третий пограбят опять. Что делать? Стену надо строить. Давайте по 100 000 тенге сбросимся, наймем каменотесов, и пускай они наш город стеной внизу. Сказано, сделано. Возникают крепостные стены. Все, порядок есть. Навели порядок, возвели стены. Проблема третья. Барон, там, князь, кому принадлежит вообще эта местность, постоянно с ней дань берет. Хорошую дань. Надоело им. И говорят: давайте в конце концов откупимся от него. Собирают, кто сколько может. Все это грузит и говорят: барон, давай мы тебе вот это все сразу отдадим, а ты больше нас и забудь. А у барона проблема, ну, деньги нужны. Он хорошо согласился. Все, они стали вольным городом. То есть они получили свободу, политическую независимость. Вот это есть вырастание вот этого самого гражданского общества. Когда вот эти сгустки начинают между собой коагулироваться, объединяться. Ведь это основной принцип, когда люди решают проблемы, не выдумывая себе начальников. Следующий момент. Это демократическая оппозиция, рассматривающая гражданское общество как необходимое условие для своей борьбы за власть. То есть оппозиция, они грамотные политические люди, они говорят, понимают, что пробраться во власть, попасть во власть, ну, это нормально для оппозиции, для этого и создаются. Это нужна поддержка общества. Общество это что? Это же не простые люди, которые на рынке, это какие-то организации. Они выходят на те же НПО, начинают с ними договариваться, что-то пытаться их на свою сторону перетянуть. В нашей ситуации, если кто из вас не знает, я поясню, смычки между, вот, допустим, НПО и оппозицией как таковой нет. Это своеобразие текущего момента Казахстана, потому что в той же Белоруссии неправительственные организации, правозащитные в первую очередь, они являются большими оппонентами Лукашенко, чем сама оппозиция. То есть они там в процессе оппозиционной борьбы. У нас нет. Есть оппозиция политическая, есть НПО, которые пересекаются только в некоторых моментах, когда требуется поддержка с точки зрения нарушения прав человека, соблюдения законности и чего-то такого подобного. То есть здесь мы можем сказать, что оппозиция до гражданского общества не достучалась. Оно не доходит
не находит прямых контактов с организациями, в массовом плане есть отдельный документ, а уж до народа вообще руки не доходят, потому что, ну это моя личная точка зрения, я считаю, что оппозиция совершенно неправильно ведет работу с массами, то есть она не ведет ее, они работают с властью, а оппозиция сама по себе. Вернее, а народ у них как бы остается за кадром, они в меньшей степени занимаются агитационной работой, да и по большому счету сейчас, учитывая, что во всем мире наблюдается кризис либеральных идей, а он на самом деле имеет место быть, достаточно сложно сегодня придумать такие идеи, которые могли зажечь население и, соответственно, которое бы пошло за оппозицией. Вы живете в стране, вам, по крайней мере, должно быть интересно, как она будет развиваться, что будет завтра. Потому что вам не жить в этой стране. Естественно, это логично. Так вот, вас таких, в лучшем случае, я идеализирую вас, возможно, но предположим, что вы такие. Вот вас таких здесь 0,2%. 0,2 от сил. Основная масса ваших сверстников в эти вопросы абсолютно не заморачивается. Более того, их вот на канате сюда не затащишь. Это страшно. Поймите, это страшно. Потому что все негативные моменты, связанные с тем, что во власть проникают люди, которые узурпируют эту власть, происходят от безразличия людей. Когда люди перестают контролировать свою власть, когда вот эта связь рвется напрочь, а этой нет, все. Я, находясь здесь, могу делать все, что хочу. Потому что вы меня никак не можете убрать. Хорошо, если я хороший. Вам повезло. То есть я порядочный, честный, я делаю так, как, в общем-то, предписано по закону. Ну, а если не срослось, и вам не повезло, и я не совсем хороший человек, тогда как? Вот это общество, все, 100%. Да? В любом самом продвинутом обществе только 10, это вернее так, 5-10% населения – это так называемый политический тренд. Это те люди, которые политически озабочены, понимаешь? Им это интересно, это для них, они читают газеты, они общаются. Многие из них, это уже не принципиально, кто-то во власти, кто-то в оппозиции, кто-то академический ученый, кто-то артист, это не важно. Среди артистов, даже российских, есть Шевчук, который политически озабоченный, прекрасно видите, да, его, если кто знает Шевчука, он же, да, ориентир, или на Украине. Там тоже во многом то, что произошло на Украине, оранжевая революция, большую роль в этом сыграли рок-группы, молодежные рок-группы, которые как бы встали на сторону революции. А коли они встали, у них есть последователи, есть, он же кумир, сразу тысячи молодежи как бы пошли за его песнями. То есть здесь есть все, мы не делим их, но их всего 5-10%. 90-95% это так называемое, с политической точки зрения, болото. Им все равно. Вот на Украине там говорим, вот Украина восстала. На самом деле там всего 3% участвовало. Вот на Майдане стояло. Всего 3%. Все остальные сидели у телевизоров и смотрели. Что же будет, кто победит, понимаете? В любой стране так.